Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале «Традиционные народные игры». Наш проект – это не только о больших городах и музыкальных школах, где готовят настоящих профессионалов, но и о маленьких селах и деревнях, где также живут и работают талантливые педагоги и талантливые дети. И сегодня мы приехали в село Хазисаново в гости к творческому коллективу Инешкей, чтобы посмотреть самые настоящие кряшинские традиционные народные игры. Я Бартязова Светлана Альбертовна, руководитель фольклорного детского ансамбля «Инешкей» Хазисановской средней школы Кайбского муниципального района Республики Татарстан. Ансамбль «Инешкей» образовался в 2016 году. Сюда ходят учащиеся с 5 по 11 класс, и мальчики, и девочки. Мы любим национальные традиции, игры, песни и танцы. Это наше настоящее народное достояние. Мы должны их сохранить. Село Хазисаново расположено на границе с Чувашской республикой. Я сама чувашка, и наши чувашские обычаи, они похожи с кряшинами. Некоторые игры мы играли одинаково, оказывается. Вот сегодняшняя же игра «Кул яулык салу». Если в переводе на русский язык, носовой платок оставляем. Она придумана не зря, потому что кряшинский народ всегда ходил в фартуке. Вот фартук, который шила сама хозяйка. Обязательно нужен был кармашек. Вот здесь нарисовано, вышито имя Валя и дата его рождения, 15 апреля 1960 года. И обязательно в этом кармане он должен был платочек, вот вышитый носовой платочек. Поэтому мы сегодня вам показали игру «Кул яулык салу». Вот этот носовой платок, ручная вышивка, вышивка гладью, края обработаны крючком. Лицевая сторона – это наше лицо, а изнаночная сторона считалась характером наших девушек. И изнаночная сторона, она должна была обязательно тоже быть красивой. Давайте перейдем все-таки к игре. Bir şırpık, iki şırpık, üç şırpık, dört şırpık, beş şırpık, altı şırpık, yedi şırpık, sekiz şırpık, dokuz şırpık, 10 şırpık. Sen bulasın, dunga şırtı, айдали ортага. Sen bulasın, kul яулык салуча. Какой текст существовал? Одна палочка, две палочки, 3, 10. И 11 это... Sen bulasın, dunga şırtı. Симбуласын дунгас шырты. Это очень интересно. Дунгас шырты, дословно перевод на русский, это будет, наверное, свиная щетина. Кто был свиной щетиной, тот выходил в середину, вел игру. На свой платок бросал, по кругу ходил. Про песенку давайте поговорим. Что это за песенка? Какую песенку поется? Ай, маюте, тагынжите. Кайгырмагыз безін ешгемер үте. Эта песня поется в Масленицу. После Масленицы эту песню уже петь нельзя. Масленица уходит, и придет время весне, лету. Радуйтесь, что Масленица пришла, а вы думаете, что вместе с Масленицей проходит наша молодость, наша жизнь. Маюте, кайгырмагыз, шатланмагыз біздің яжгемер үте. В этой игре можно петь любые песни, хоть песни на русском, хоть русские песни на чувашском, хоть на кряшинском, на любом языке, хоть современные, которые нам нравятся. Когда заканчивается песня, вот которая ведет с носовым платком, этот платок он должен оставить у кого-нибудь, кто ему нравится и ей нравится.
кто ей нравится, или когда заканчивается песня? И заканчивается, и нравится, если человек нравится, хочет узнать про эту девочку, например. Если парень раздает, хочет узнать про девушку, какая она. Это же хороводе были совсем чужие люди, например, незнакомые в деревню пришли, собирали хоровод и играли. Хочет, если познакомиться, хочет узнать, какой же этот парень, раз оставил, что будет он делать? Пусть, например, покажет, как он мастер на танцы или мастер петь. Спрашивает, у кого платок, пусть выходит в середину, если дословный перевод. Да, это у меня платок, говорит. И он выходит в середину и ждет, какое ждет его наказание. Yeşillik bitolu, yeşillik bitolu, yeşillik bitolu seykemeli. Yeşillik bitolu sinnen minnen uzap gitmez şikemeli. Ведущий спрашивает, как накажем Тимура, как накажем Юлю. Мы в основном танцуем, вот это так маклар. Частушки, местные частушки. И каждый раз куплеты разные. Кушкульские разные тексты, казахстанские разные тексты. И, конечно, песня в основном, петь. Потом спортивные, например, если мальчик, конечно, отжиматься. Это тоже ценилось. Что еще было, Галяпа? Какое наказание? Шундай бешек ушалар иде. Ага. Целоваться. Да. Всех целуешь уже. Вот не целуешь там. Стесняешься. Ну, если молодежь постарше был, обнять, например, если в кругу стоим, например, как наказом Тимуру скажем, пусть обнимет Алену. Да. Так ведь? Было такое? Ага. Вот смотря от категории, если постарше, они уж танцуют, помладше там шуточные наказания, молодежи вот любовные наказания чуть-чуть. Ага, вот. Ага. У вас вообще часто играете в игры, в своем коллективе? Как часто это происходит? И это игры мы регулярно играем. У меня, например, занятия проходят сначала, мы пускаем частушки. Первое, чтобы разминка была, чтобы друг друга услышали, увидели, что все здесь. А потом, это когда при отдыхе. В отдыхе мы немножко поиграем. Детки приходят с 5 класса, занимаются 5, 6, 7 почти все 100%. Потом уже 9 класс освобождаем, связано с ЕГЭ, с ОГЭ. 11 класс тоже чуть-чуть освобождаем. 10 класс постоянно. А какие-то, может быть, замечали, как поведение детей меняется там от народных игр? Вот такие вещи. Ну, когда ребенок выходит на сцену, они становятся организованнее. Мальчики, среди мальчиков там находится один лидером становится, кто лучше танцует и поет, и все за ним идут. Там не надо всех 10 мальчиков командовать. Одному сказал, кто хорошо, лучше танцует, поет, все за ним уже. Ему скажу, и уже все уже послушны остальные. То же самое и с девочками. Они становятся воспитаннее, организованнее, вовремя приходят, не опаздывают, не забывают свою обувь, например. Они собраннее становятся. Я, например, плохого не видела. Вот 6 класс полностью все мальчики, хотя они в начале учебного года плохо танцевали, не так каждый раз приходили на занятия, а сейчас они регулярно приходят, они уже хорошо танцуют, и с ними очень хорошо еще работают у нас классные руководители. Татьяна Николаевна, она уже после репетиции или после конкурсов, она с ними разговаривает, они еще собраннее становятся. Мне с ним намного легче становится работать. Эта игра развивает творческие способности детей и сохраняет нашу традицию.
То, что наши прабабушки, прадедушки играли, пели, танцевали, мы эти игры, эти традиции сохраняем. Конечно, все дети талантливы. Надо уметь подбирать к ним ключи. И здесь тоже в 5-6 классе дети стесняются, тем более те, которые плохо учатся, они боятся выходить тем более на сцену, танцевать, петь. А вот здесь в коллективе, как говорится, они открываются, расширяются, лучше себя показывают. Я думаю, не надо судить детей не только по тем, что он плохо учится, хорошо учится. Надо иметь в виду, что все дети талантливые. Мы, как педагоги, должны принимать детей такими, какими они есть. Пусть они радуют нас и удивляют своими успехами. Изучая культуру своего народа, сохраним культуру соседнего, затем и мировую культуру. Друзья, вот такой вот у нас получился сегодня день. Всем спасибо за просмотр. Если вы не смотрели первый выпуск, обязательно переходите и смотрите его. Не забывайте про лайк и подписку. Ну и до скорых встреч. Пока-пока.